Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Это «Утро Якутии». Екатерина Винокурова, Павел Танин, приветствуем вас. 29 октября на календаре, последний рабочий день, пятница, перед длинными выходными. Да. Даже более скажу, последний рабочий день октября. Заканчивается октябрь, и всего лишь 2 месяца фактически остается до конца года. До Нового года. Да. Сегодня утро вместе с вами проведем максимально интересно и познавательно. Для этого мы с коллегами подготовили много каких материалов, много каких вещей. Так, например, нюрбинские наши коллеги расскажут о победителях вокального конкурса под названием «Два голоса». Побываем на тренировках сборной Якутии по художественной гимнастике. И помимо этого ждем встреч с интересными гостями. Да, ну, в общем, в ближайший час будет интересно. И начнем мы, конечно, с хороших пятничных приятных новостей, приятностей. Сегодня есть у вас уникальная возможность выиграть билеты в цирк на представление. Да, цирковую сказку. Называется она «Волшебная лампа». Да, 2 билета получит человек, который правильно ответит на 3 вопроса. В течение передачи у вас есть время. В конце передачи мы объявим, собственно, победителя, который окажется первым, кто впервые всех ответит на все 3 вопроса. Отвечать на вопросы нужно при помощи WhatsApp. Номер наш неизменен: 8 914 273 4488. Туда все свои ответы отправляйте. А вопросы звучат следующим образом, и все они на внимательность вашего зрительства, как бы это ни звучало. В течение недели, кто за нашими эфирами смотрел, тот, думаю, с легкостью ответит без каких-либо проблем. Первый вопрос: о каком ученом мы рассказывали в рубрике, посвященной Году науки и технологии на этой неделе. Второй вопрос: о каком движении мы говорили с заместителем министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Любовью Клюкиной. И третий вопрос: о каком фильме нам рассказала кинопродюсер Сардана Савина. 3 вопроса. WhatsApp 8 914 273 4488. Туда свои ответы присылайте. Кто будет первым? Ну и помимо ответов на эти вопросы вы можете кого-то поздравить, впрочем, как и всегда, и задать на интересующие вас вопросы. Также не забывайте про наш Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь и следите за новостями. Ну а в Якутске городские автобусы, чей маршрут пролегает через проспект Ленина, будут ездить по специальной схеме, разработанной отделом транспорта. На проспекте ведутся ремонтные работы. В связи с этим движение на определенных участках ограничено или вовсе отсутствует и перекрыто. Подробнее расскажет наш новостной обозреватель Иван Лазаренко. Доброе утро, Якутия. Доброе утро, коллеги. Вы смотрите новости. После ремонтных работ на проспекте Ленина участок дороги от улицы Кулаковского до улицы Петровского будет частично открыт только для движения автотранспорта. А вот городские автобусы будут продолжать ездить по схеме, которая сегодня организована специально для них. Сегодня на этом участке полностью перекопали улицу. Далее здесь планируются работы по стабилизации грунта. Потом проведется отсыпка мелкой щебеночной смесью. Асфальтирование же дороги пройдет в следующем году. В целом ремонтные работы в проспекта Ленина будут идти до 2023 года. Исторически у нас сложилось так, что основной транспортный поток, это общественный транспорт, он проходил через проспект Ленина. И по проспекту именно на этих участках проходило 15 городских маршрутов и 7 пригородных. Все они распределены по параллельным улицам, это Ярославского и Орджоникидзе. Настроены светофорные объекты, введен дополнительный светофорный объект на перекрестке Петровского-Белинского с таким раскладом, чтобы быстрее разгрузить автопотоки. На пленарном онлайн-заседании рабочей группы по устойчивому развитию Арктики Найсен Николаев презентовал проект создания Всемирного центра мамонта. Масштабный проект предполагает строительство в Якутске 5 ключевых инфраструктурных объектов: криохранилища мамонтовой фауны, научно-лабораторного и музейно-экспозиционного комплексов. Кроме того, планируется ввести в строй научно-исследовательский полигон, парк ледникового периода, а также в районных и логистических центрах арктической зоны Якутии будут созданы сеть станций мониторинга. Глава республики отметил, что в настоящий момент вопросы урегулирования сбора мамонтовой фауны остаются нерешенными на федеральном уровне. Всемирный центр мамонта в Якутии проведет работу по систематизации отрасли, а также возьмет на себя роль организатора аукционной площадки и паспортизации объектов.
Сегодня Якутия является одним из мировых центров палеонтологических исследований. Научный потенциал Академии наук Республики, Северо-Восточного федерального университета, институтов Российской академии наук, которые объединены сегодня в научно-образовательном центре мирового уровня «Север», позволяет с уверенностью претендовать на глобальный уровень исследовательской деятельности в области изучения мамонтовой фауны. Научно-исследовательские школы тесно сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными исследователями в изучении уникальных палеонтологических объектов, которые имеются в Якутии. Якутия стала третьим регионом России, который получил статус территория книги и чтения. Статус присуждается регионам, ранее становившимся победителями конкурса и не менее 3 раз за последние 5 лет вошедшими в короткий список лучших регионов. Ранее этот статус получали только Санкт-Петербург и Ульяновская область. Ключевая заявка Якутии – проект «Пространство чтения Арктики» – приоритетное направление сетевого республиканского проекта «Читаем все». Библиотека республики, собравшей воедино лучшие практики по продвижению северной книги в мировом пространстве в целях привлечения внимания к вопросам издания и распространения книги и развития литературы на языках коренных народов Севера. Спасибо, Иван. Ну а теперь то, что вы наверняка долго ждали, мы продолжаем знакомить вас с актуальной информацией. Слушаем про погоду на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -5, -7 градусов. В Заречной группе 2,8 градусов мороза. В южных до -7, в Вилюйской группе 6,7 со знаком минус. В Нижнеленских 6,9 градусов мороза, также в западных -6,9. В Колымо-Эдигирской группе -13, -25 градусов. В Янских от -11 до -22. На северо-западе -12, -19 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -5 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске составит 2-4 градуса со знаком минус. Джон Гленн, военный летчик ВВС США, в апреле 1959 года вместе с 6 другими военными летчиками был отобран из 110 претендентов для подготовки к космическому полету. В итоге стал кандидатом номер 1. Спустя 36 лет, 29 октября 1998 года, 77-летний Джон Гленн, уже давно находящийся в отставке, вновь отправился в космос. Да, и стал самым пожилым астронавтом. Чем еще запомнился в истории человечества день 29 октября, узнаем прямо сейчас. На календаре 29 октября. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день псориаза, День вневедомственной охраны Росгвардии. По народному календарю в этот день православные чествуют мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. В 1611 году поляки устроили в Варшаве празднование по случаю окончательной победы над Московией. 1918 год – день рождения комсомола. На Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков – Российский коммунистический союз молодежи. В 1922 году в Москве открылся Театр революции, ныне известный как Театр имени Владимира Маяковского. В 1929 году «Черный вторник» на Нью-Йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций. В 1944 году началась Будапештская наступительная операция советских войск. В 1969 году – день первой передачи сообщения через сеть Апронет, прообраз интернета. В 1998 году в космический полет отправился 77-летний астронавт Джон Гленн. В этот день родились Абрам Йоффе, советский физик, академик;
Евгений Примаков – советский российский государственный и политический деятель, ученый. Алексей Горбунов – российский и украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий и Терентий. Как мы уже сказали, сегодня отмечается День вневедомственной охраны. 29 октября исполнилось 69 лет этой службе. Ее еще раньше негласно называли ночной милицией или полицией. Теперь они входят в структуру Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Да, с чего все начиналось, какие цели, задачи вообще у этого подразделения есть. Об этом поговорим с нашим гостем. Это Олег Масляк, инженер управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации, майор полиции. Олег Николаевич, здравствуйте. Доброе утро, с праздником вас. Спасибо. Ну и такой традиционный вопрос, да, с чего все начиналось? Немножко истории. Да, немножко истории. Все начиналось, получается, у нас с постановления Совета министров СССР 29 октября 1952 года. 50-е годы для страны выдались не самыми лучшими. Послевоенные годы, экономический кризис, идет развал, так сказать, разгул, точнее, преступности, образование банд. И в связи с этим правительством страны было принято кардинальное решение поставить вопрос по борьбе с хищением советского имущества. В связи с этим было образовано подразделение ведомства охраны. Основными задачами как раз и входили это предотвращение хищения советского имущества, охрана складов и других промышленных объектов. Очень свою эффективность ведомство охраны показало как раз в 1953 году после амнистии, после смерти Сталина, массовой этой амнистии, когда рост преступности гораздо возрос. Между прочим, вот с этого периода и пошел этот термин, как ночная милиция, потому что в основном все преступления совершались в ночное время, и на рубежах защиты, как говорится, были только сотрудники ведомства охраны. Ну, это помимо основных задач в виде сохранения имущества, тем не менее, сегодня вневедомственная охрана также принимает участие в охране правопорядка и так далее. Можете как-то вкратце вообще на сегодняшний день, как служба выглядит? Да, на сегодняшний день охрана объектов, имущества граждан и государства – это одна из задач, которая стоит перед сотрудниками Росгвардии. Также основными задачами за сотрудниками ведомства охраны остается это охрана общественной безопасности, охрана общественного порядка. То есть ежесуточно, если возьмем в масштабах республики, заступает более 60 экипажей ведомства охраны, которые несут службу на своих маршрутах патрулирования. Также пресекают преступления, правонарушения, обеспечивают общественный порядок. Сегодня достаточно много частных охранных служб, да, служб безопасности. Чем от них отличается вневедомственная охрана? Да, многие, как бы сказать, просто языком обывателя, многие сравнивают нас с частной охранной предприятиями, хотя разница очень большая между нашими, так сказать, организациями. Первое, с чего бы хотелось начать, то, что мы являемся государственным органом. То есть мы не юридические лица, мы являемся государственным органом. Денежные средства, получаемые за услуги охраны, идут непосредственно в бюджет. Это что основное. Во второй, чтобы большое отличие между нашим подразделением, это имеется в виду, что полномочия непосредственно сотрудники ведомства охраны, носят специальное звание сотрудника полиции, соответственно, ряд полномочий, задачи, если ЧОП, грубо сказать, непосредственно только охрана каких-то объектов, как вот ранее уже сказал, за вневедомственной охраной идет именно и поддержание общественного порядка и общественной безопасности. Но я, насколько знаю, в вашу структуру также входит и группа задержания. Да, то есть само подразделение вневедомственной охраны включает в себя несколько, так сказать, структурных, так сказать, подразделений. Это идет у нас непосредственно группа задержания, экипажи, которые работают непосредственно на улицах, патрулируют улицы нашего города, выезжают на сработки, непосредственно оказывают физическую работу по обеспечению общественной безопасности. А также в системе вневедомственной охраны имеются пульты централизованной охраны. То есть это в круглосуточном режиме находятся сотрудники, работники, которые принимают сигналы тревоги, ориентируют наряды и отправляют на срабатывание.
Олег Николаевич, какие требования предъявляются тем, кто поступает на службу? Основными требованиями для того, чтобы поступить на службу в вневедомственную охрану, это в первую очередь достижение 18-летнего возраста. Гражданин должен отслужить в рядах вооруженной армии, иметь образование не ниже среднего, ну и должен, соответственно, соответствовать уровню здоровья. Какое-то профильное обучение проходят? Для поступления на службу необходимо иметь образование не ниже среднего. Мгм. Это вот именно для групп задержания. Так, это группа задержания. Но в будущем сотрудники внеедомственной охраны, которые поступают на службу, могут за счет государства обучиться в ведомственных институтах и получить уже высшее образование. Ну вот немножко еще доп. Вопросы именно по теме образования. Есть ли какие-то, может быть, профильные учебные заведения именно? Да, есть профильное образование, это институты системы, получается, Росгвардии. Это у нас есть институт в Новосибирске, в Воронеже имеются институты профильные. В данные институты могут поступать сейчас выпускники после 11 классов. Для этого необходимо подойти в отдел кадров управления Росгвардии, изъявить желание в том, что хочет человек учиться, сдать экзамены, пройти медкомиссию и служить Родине. Олег Николаевич, вы наверняка хотели бы поздравить коллег. У вас есть отличная возможность это сделать. Да, сегодня хотелось бы поздравить коллег, ветеранов, работников внеедомственной охраны. Пожелать им здоровья, самое актуальное сейчас сложный период коронавирусной заболевания. Пожелать спокойных дежурств, без всяких тревог. А также хотелось бы пожелать семейного благополучия, чтобы наши близкие нас поддерживали, оценивали важность нашей работы. Всего самого лучшего. И вам, да, всего самого наилучшего. Спасибо вам за службу. Спасибо. Поздравляем Олег вас. Николаевич, еще раз с праздником. Спасибо большое, что в этот праздничный день пришли в нашу студию утром. Так рано проснулись. Так рано. Я думаю, наверняка иногда бывают такие дни, когда вообще не спят. Да, конечно, бывают и такие дни у нас. У нас тоже такое бывает. Тем не менее. Тем не менее, да, продолжая праздничную тему, сегодня одна из главных школ республики отмечает свой 80-летний юбилей. Это городская классическая гимназия. Да, раньше это была школа номер 8, которая входила в топ лучших образовательных учреждений нашей республики. Выпускники гимназии рассредоточены по всему миру и добиваются больших успехов. Да, и история школы продвигают... Как вообще об истории школы, о том, как готовиться к празднику, расскажет Надежда Стаханская. И все, как пелось в старой доброй песне. Ах, чего только не было с нами. Первый шаг, первый класс, первый вальс. Городская классическая гимназия отмечает свой 80-летний юбилей, и таким образом биография этой школы продолжается. История городской классической гимназии Якутска уходит своими корнями в далекие 40-е. Состав учителей по своему образовательному цензу и педагогическому стажу вполне соответствовал своему назначению. Да и по сей день преподаватели бывшей 8-й школы держат высокую планку. Та атмосфера, которая есть в нашей гимназии, она действительно отличается какой-то одухотворенностью и добротой. Что дети не только гонятся за хорошими баллами ЕГЭ, но и дружат, участвуют в социальных акциях, мероприятиях школы и относятся очень хорошо друг к другу и к учителям. Гимназией 8-я школа стала не так давно, когда появилась необходимость в углубленном изучении некоторых предметов, и эта необходимость стала правильным решением. Тем, что в 90-е годы, очень сложные годы, мы, значит, стали коллектив думать, вот, например, давайте мы организуем этот класс математический, потом гуманитарный, и мы с Галиной Яковлевной взяли два очень хороших, сильных класса. По идее, мы их параллельно повели, было бы вообще здорово. Но нас сделали один математический, один гуманитарный, но гуманитарный не получился. И обратно, значит, один гимназический и один простой класс. Но, тем не менее, вот эти изменения, то, что коллектив думал, мы стали гимназией в 1992 году. Кстати, изменения произошли не только внутри образовательной организации. В 2006 году городская классическая гимназия переехала в новое здание, где продолжает свою деятельность и по сей день.
Атмосфера грандиозного праздника чувствуется во всем. Актовый зал разрывается от количества репетиций, а художественный руководитель ставит танец за танцем. Музыку. К слову, такой пышный юбилей вновь объединяет выпускников разных лет, которые вспомнят свои школьные годы чудесные. Ну а педагоги всячески поддерживают своих учеников и растут вместе со своими подопечными. За годы своего существования школа выпустила несколько тысяч выпускников, многие из которых и далее продолжают добиваться успеха и делать мир лучше. Я благодарна всем учителям за готовность прийти всегда на помощь и за высокий профессионализм. Отдельную благодарность хочу выразить своей учительнице по физической культуре Терентьевой Алле Владимировне. Именно она вдохновила меня на выбор моей будущей профессии. И я с уверенностью могу сказать, что тот фундамент, который дала мне любимая гимназия, позволяет мне преодолевать все трудности на моем пути и добиваться своих целей. С гимназией поддерживают связь не только выпускники, но и учителя, которые сделали свой посильный вклад в развитие и становление школы. Мне посчастливилось работать с замечательными учителями 8-й школы, которые и закладывали вот этот высокий образовательный стандарт. Такой образовательный стандарт проверен временем и остается на долгие годы. А на школьном дворе все по-прежнему. Школьные годы пролетают так же быстро, как и ученики, которые опаздывают на свои уроки. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Поздравляем городскую классическую гимназию с юбилеем всех учителей и учащихся. Столько выпускников она талантливых выпустила и продолжает выпускать. И, вероятно, как и в любой школе, там, наверное, очень вкусная столовая. Наверняка, да. Да, к чему мы об этом? Поварское дело, оно сродни же искусству настоящему. Это сочетание профессиональных знаний и прирожденного таланта. Опять же, говоря про подачу блюд, это же нужно увидеть эту красоту и составить композицию. Чтобы было вкусно, сытно и полезно, вот эти три единства сотрудники студенческой столовой Алданского политехникума практикуют. Да, работа повара является тяжелой, однако героини нашего сюжета к такому ритму они привыкли. Сейчас хозяюшки заверяют, завершают заготовки на зиму и своими фирменными рецептами. Они готовы поделиться с нами. В студенческой столовой процесс не останавливается. Юлия и Светлана готовят пирожки под названием «Ушки». Часть начинки, как полагается, заворачивается в тесто, а после обжаривания внутрь вносятся последние нотки – маринованный огурчик и майонез. Юлия Маньшина – потомственный повар. Мастерство она начала осваивать в раннем детстве под руководством мамы и бабушки. Первое блюдо, наверное, я научилась картошку тушить. Мне было лет 8, наверное, 7. Я уже начала рано готовить, да, и потом пошла, вот хинкали, что-то такое. Ежедневно повара столовой готовят не менее 10 первых и вторых блюд. В дополнение к супам, гарнирам, рыбным и мясным яствам идут салаты, бутерброды и выпечка. Юлия, повар 4-го разряда, знает, соления и консервации лишними никогда не будут. Они идут как отдельные закуски и как ингредиенты того или иного рецепта. Множество заготовок Юлия делает и дома. У меня потому что есть и хозяйство, и парник, и я ращу, да, и все делаю на зиму. Соленье, варенье. Помидоры солю, икру делаю кабачковую. Тоже закрутки делаю всякие разные на зиму. Закусочки вот эти вот, то, что с капустой идет, огурцом, морковкой. Работа повара является тяжелой. Впрочем, сотрудницы студенческой столовой к напряженному ритму давно привыкли и дома продолжают готовить с удовольствием. С заготовками на зиму Юлия уже управилась. Венцом осенних трудов стала засолка капусты. Я делаю все по-обычному. Капуста, морковка и соли туда. Ну, не так, чтобы ее как бы перемять. Ну, все это по стандарту. Ну, чтобы она была не сильно мелко нарезанная, не сильно крупно. Коллега Юлии, Светлана Высоцкас, тоже заготавливает капусту на зиму в больших количествах. В ее семье белокочанную любят все, а особенно сделанную по фирменному рецепту Светланы. Капуста, небольшой вилок на 4 части делится просто, укладывается слоями, пересыпается чесноком резаным. Ну, кто хочет острый перец, такой маленький, стручковый.
зелень, кому нравится, лавровый лист, морковка, и заливается горячим рассолом. Рассол, туда на литр воды добавляется стакан масла растительного, 4 столовые ложки уксуса, кипятится и заливается все это горячим и под пресс на сутки. Помимо капусты, Светлана делает множество консерваций, солений и маринадов, заготавливая как урожай с огорода, так и дары леса. Я заготавливаю очень много, есть и грибы, и огурцы, и помидоры, и салаты, всякие разные закрутки. Ну, конечно, знаете, между собой, естественно, что-то там обсуждают, кто что готовит, как обычно хозяйки дома, да, где-то и приносит угостить своих коллег, так скажем, чтобы уже на деле проверили, да, эти рецепты. Рецептами заготовок сотрудницы столовой друг с другом делятся щедро. Что касается секретов, у каждой хозяюшки они свои. Впрочем, раскрывать их надобности нет, они известны. И главный секрет – это вдохновение и любовь к делу. Ой, это любовь и душа. Это все готовить с желанием. Было бы желание, все получится. Да, потому что в этом деле без этого никак, иначе ничего не получится, не будет вкусно. Любое блюдо, я считаю, к нему нужно тоже подходить творчески, как и, наверное, к любой работе, собственно говоря. Поварское дело – это искусство, сочетающее профессиональные знания и прирожденный талант. В приготовлении любого блюда важно придерживаться рецептуры и технологии, а сделать еду вкусной – это мастерство высшего порядка. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Что ж, впереди нас ждут достаточно длинные выходные. Тем не менее, будут работать общественные заведения. Но вход в них уже будет по QR-коду, да, необходимо как бы показать, удостоверить администрацию заведения, в которое вы собираетесь, что у вас есть либо прививка, либо у вас есть собственные антитела. Мы сейчас вот сидели с Пашей и проверяли. Проверяли, да. Вот, допустим, формат госуслуг, а вот замечательная возможность на свой телефон прям загрузить QR-код. Вчера впервые вообще воспользовался. Вот с июня у меня этот QR-код в телефоне лежит в моем виртуальном кошельке. И вчера, да, прям пришел, меня просканировали, сказали, да, все. Все по-настоящему, да? Да, скажите дату рождения, дайте убедиться, что это вы. Ну, ты паспорт с собой тоже взял? Паспорт не взял, но в моем случае помогли водительские удостоверения. Ага, но я так понял, что для тех, у кого нет документов с собой, можно просто точную дату рождения назвать. Вероятно, какая-то база есть у администрации. И они, да, говорят, что это вы, проходите, пожалуйста, у вас есть QR-код, милости просим. Кстати, вот с этим и другими правилами прохода в общественные места давайте знакомиться. Да, более подробно поговорим и узнаем вообще, как QR-код получить, как его удобнее использовать и где вообще он нужен. В Якутии постепенно вводится QR-система. Теперь при входе в музеи, театры, кинотеатры, на спортивные объекты, а также другие общественные места якутянам необходимо будет предъявить QR-код, а также документ, удостоверяющий личность. А уже с 30 декабря QR-система вводится в ресторанах, кафе, столовых и банкетных залах. Работники общепитов уже готовы принять своих первых гостей по QR-кодам. Готовность номер 1, то есть мы уже своих работников подготовили к тому, как нужно будет работать по этой системе. Первое, конечно, когда мы встречаем гостей, гостям нужно будет предъявить сертификат о прививке, либо о том, что они переболели, либо справку о медотводе. То есть 3 вида документов, про которые можно будет пройти в ресторан. И также удостоверение личности, на котором есть фотографии. Это может быть паспорт, водительские права, либо загранпаспорт. Одними из первых QR-систему внедрили кинотеатры, которые сразу же столкнулись с наплывом недовольства от посетителей. Да, к сожалению, у нас таких случаев в последнее время очень много, потому что посетители только столкнулись с этим, только знакомятся. Конечно же, есть такие моменты недовольства. Мы все это понимаем, абсолютно адекватно реагируем, предупреждаем. Также при покупке онлайн у посетителей высвечивается предупреждающее окно о том, что посещение безопасно только при предъявлении QR-кода. Детей мы пропускаем, если после 14 лет, соответственно, с паспортом. Если менее 14 лет, то с родителями. Без проблем, пожалуйста, мы всегда рады вас видеть. Среди опрошенных нами горожан большинство к нововведениям относятся положительно. Среди сторонников QR-системы как молодежь, так и люди пенсионного возраста. Как вообще относитесь к этому? Положительно, отрицательно? Положительно. Почему? Надо вакцинироваться просто.
Положительно. Ага, почему? Ну как, почему заболевание-то растет, количество растет, поэтому я бы все вот эти злачные места бы закрыла, все бы законсервировала, и пусть тогда бы все прошли. У вас есть QR-код? Да, мы пенсионеры, очень такой народ послушный, так что мы прошли. Ну, в любом случае, всем бы остаться привычными, так. Всем приходится, надо начать, с чего-то надо начинать государство. Люди же не все понимают. Есть антипрививочники, некоторые люди сами не хотят. По моему мнению, это лучший вариант. Наверное, нужно для старших, чтобы люди не болели. На сегодня существует лишь один источник получения QR-кода – госуслуги. Вам необходимо войти в личный кабинет, в левой вкладке кликнуть на раздел «Здоровье», из списка услуг выбрать дневник самонаблюдений и сертификат вакцинации COVID-19, которая перенесет вас на страницу с самим сертификатом. Его можно скачать, распечатать или сделать скриншот на телефоне. Напомним, что сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании появляется, если диагноз COVID-19 подтвержден документально, с обращением к врачу и сдачей ПЦР-теста с получением положительного результата. Если заведения будут пропускать людей без проверки или посетитель попытается пройти по чужому или недействительному QR-коду, те и другие будут привлекаться к административной ответственности. Что ж, вот такие замечательные советы, как QR-код себе заполучить и как им пользоваться вообще, где он применяется сегодня. Тем временем на наш WhatsApp пришло поздравление, спешим его зачитать. Поздравляю всех причастных с Днем комсомола. Пусть горит звезда по имени Солнце. Номер телефона оканчивается на цифры 0286. Тоже присоединяемся к поздравлениям и спешим напомнить, что сегодня мы разыгрываем билеты на сказочное, грандиозное, волшебное, захватывающее представление в цирке. Называется оно «Волшебная лампа». Да. 2 билета. Чтобы их получить, нужно правильно ответить на 3 вопроса. Кто раньше всех ответит, тот, собственно, и получит этот подарок, эти 2 билета. А вопросы следующие. Все они на внимательность, на знание наших эфиров. Да, в течение недели, 5-й эфир на неделе уже идет, и я думаю, вы все смотрите. Первый вопрос. О каком ученом мы вам рассказывали в рубрике, посвященной Году науки и технологий на этой неделе? А второй вопрос. О каком движении мы говорили с заместителем министра по молодежной политике Любовью Клюкиной тоже на этой неделе? И третий вопрос. О каком фильме нам рассказала кинопродюсер Сардана Савина? 3 вопроса. Номер наш неизменен 8 914 273 4488. Успевайте до конца нашей программы. А тем временем в республике стартовал прием документов на участие в республиканской программе обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Да, программа предусматривает аренду жилья по льготной стоимости отдельным категориям граждан. Кто именно может претендовать на аренду жилья по льготным ценам, а также о других новостях расскажет Иван Лазаренко. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. В республике стартовал прием документов на участие в республиканской программе обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Программа предусматривает аренду жилья по льготной стоимости отдельным категориям граждан. Таким образом, в участие мероприятия допускаются граждане из числа инвалидов первой группы или жители, в составе семьи которых имеются дети-инвалиды или имеющие тяжелые заболевания, требующие длительного лечения в Якутске. Всего в фонде 45 квартир, они полностью оснащены мебелью и необходимой бытовой техникой. Исполнитель программы Министерство архитектуры и строительного комплекса республики реализует проект «Республиканское ипотечное агентство». Список документов стандартный: паспорта, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, если есть ребенок, да, и справка о доходах, также справка о инвалидности тоже требуется. Мне, например, очень хорошо. Мы уже живем 2-й год. Никто нас не, как говорится, и нас не трогают, и мы никому не обязаны. Свои деньги заплатили. И здесь, в городе же у нас вот медобслуживание есть. Мы с мамой приехали, у нас там такого нету. Реконструкция аэропорта Нерюнгри, которая началась в 2019 году, находится на завершающей стадии. С 1 ноября аэропорт будет открыт в штатном режиме по сезонному расписанию. На территории объекта продолжаются работы по строительству вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. Первые рейсы запланированы авиакомпанией «Якутия» 1 ноября этого года по маршрутам Нерюнгри-Новосибирск, Нерюнгри-Якутск, а 2 ноября по маршруту Москва-Нерюнгри.
Глава Якутии внес предложение о включении в план социального развития проект креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. По итогам заседания было принято решение о поддержке проекта, но он получит финансирование из федерального бюджета. На креативный кластер «Квартал труда» Якутия получит 412 миллионов рублей из федерального бюджета по программе «Единая субсидия». На выделенные федеральные средства будут завершены строительно-монтажные работы, закуплено и установлено технологическое оборудование для профессиональных студий, для производства цифрового контента и концертной и выставочной зон. Планируемая дата запуска «Квартала труда» – апрель следующего года. Ранее его планировали запустить в конце этого года. Руководство Олимпийского совета Якутии предложило включить в программу 8-х всемирных игр Тафиса в Нижнем Новгороде в 2024 году масс-рестлинг. Отметим, что в играх принимают участие не профессиональные спортсмены, а любители, люди разных профессий, возрастов, социального статуса. Российская делегация 8-х всемирных игр будет насчитывать около 250 человек. В ее состав войдут представители традиционных и национальных видов спорта, творческие коллективы и народные исполнители, а также официальные лица регионов. На этом пока все. Я желаю вам отличного дня. Оставайтесь на нашем канале. Подарив якутскому зрителю 15 концертов цикла «Золотая коллекция», государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии» продолжает концертный марафон в честь 15-летия в статусе государственного. 1 ноября в Государственном театре оперы и балета состоится концерт ансамбля «Осенний калейдоскоп». Разнообразие погодных явлений будет ярко озвучено в музыке композиторов разных стран и эпох, таких как Антонио Вивальди и Аркадия Алексеева. И сегодня в нашей студии основатель и художественный руководитель Станислав Афанасенко. Станислав Максимович, доброе утро. Доброе утро. Да. Вот ансамбль называется «Виртуозы Якутии». Действительно, название такое сильное, его нужно подтверждать. И мы знаем, что играют в ансамбле сегодня скрипачи не только из Якутии. И поэтому вопрос, как они оказались в ансамбле, то есть как попали. Как они туда попали, да. Как судьба завела. Ну, я должен сказать, что подтверждать постоянно подтверждать, что мы из себя значим, наш уровень нам не надо уже давно. Не надо, согласна. Мы должны не подтверждать, а показывать себя, показывать. Наш уровень уже давно подтвержден 7 лауреатскими званиями международных конкурсов в разных странах, гастролями, триумфальными гастролями по 29 странам, начиная всю Латинскую Америку, Северную Америку, Европу, Азию. Более 2500 концертов за это все время. И поэтому у нас самая главная цель, я считаю, наша миссия, это показать Якутию музыкальную во всем мире. Да, показать, как когда мы выступали в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, там наше посольство нас наградило почетным дипломом за укрепление позитивного облика России в мире. Вот это самое главное, я считаю, наша миссия, и мы работаем с этим уже со дня основания школы. Со дня основания школы, это было в 1994 году. Мы обычно отмечаем 2 юбилея, а один отмечаем 6 марта 1994 года, когда была презентация Высшей школы музыки. Вы знаете, она находится на 16-м километре Покровского тракта. Это изолированная школа, интернат, где все дети, в отличие от других школ, там живут, там учатся, и образовательные школы, они погружены в музыку. Это самое главное. Да. Целый день они в музыке, ну, уже небольшими перерывами. И вот мы тогда образовали наш совсем из 6, 7, 8-летних первого набора детей, девочек и мальчиков. И вот буквально через год мы поехали уже вместе. Это очень нравилось нашему президенту Михаилу Ильичу Николаеву, основателю нашей школы.
И мы ездили и с ним, и потом с другими президентами, и главами, и в Киргизию, и в Германию, и сами ездили на мастер-классы, и с концертами, с выступлениями, с гастролями. Жизнь у нас кипела немножко сейчас в связи с обстоятельствами. Притормозилась немножко. Да, немножко притормозилась. Но, тем не менее, у нас планы, это я расскажу немножко попозже, может быть. Да. И вот сейчас мы отмечаем 15-летие, когда Вячеслав Анатольевич II подписал указ о придании нашему коллективу статуса государственного. Мы решили 15 лет, 15 концертов, золотая коллекция. Репертуар у нас очень большой, это на книгу рекордов Гиннесса однозначно. И причем, как мы выступали в Англии, да, и мэр Карлайла была на нашем концерте и сказала, удивительно, 2 часа стоя, наизусть и без дирижера. Наши английские бы дети давно поставили пульты, поставили бы ноты, сели, пригласили дирижера и играли бы с ним по нотам. А этим мы отличаемся, что мы очень, у нас дети, как говорится, мы мимо талантов стараемся не проходить, и они очень быстро учат наизусть. Это у нас был пример, когда мы должны были выступать на Всемирной торговой ярмарке в Инчхоне в Южной Корее. Ну и южнокорейские друзья узнали, что мы будем в Корее, и пригласили нас принять участие. Первый международный фестиваль, конкурс был имени Феликса Мендельсона, имени немецкого композитора. Да, и нужно было обязательно исполнить его произведение. Наш аранжировщик Валерий Ермошкин за ночь написал нам, для нашего ансамбля сделал предложение. Мы за 5 дней выучили, и уже через 5 дней мы в Корее играли на этом фестивале, давали целый концерт, и включая это произведение Мендельсон Скерца. Замечательная история. Станислав Максимович, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после которой вернемся в студию, продолжим говорить об ансамбле государственном. Дорогие телезрители, впереди узнаем о, наверное, самых знаковых историях, моментах в истории коллектива. Виртуозов Якутии, да. Да, вот. Также не забывайте принимать участие в нашем конкурсе, чтобы попасть на цирковое представление. Да. Вернемся через буквально пару минут. А мы продолжаем нашу тему. Напомним, 1 ноября в Государственном театре оперы и балета состоится концерт виртуозов Якутии. Думаю, название этого коллектива знакомо каждому в республике и не только. Да. У нас в гостях сегодня художественный руководитель, основатель ансамбля Станислав Максимович Афанасенко. Станислав Максимович, вот поподробнее о том, что ждет 1 ноября. Да, такая людей. Вот такая красочная афиша у нас здесь. Какая-то немножко интриги, может быть, создадим для зрителей, что нас ждет 1 ноября. Интрига в чем? То, что у нас юбилейный цикл как бы закончился, да, целый год у нас был 15 концертов. А впереди нам предстоит 13 ноября концерт в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии на Невском проспекте. А по программе Санкт-Петербургского очередного 9-го международного культурного форума. Грандиозное мировое событие, где приезжает 100 министров культуры из 100 стран. И на последнем фестивале были 35 тысяч участников, представляете? И вот уже нас 2 раза включает оргкомитет Международного форума в свою программу культурную. И мы даем сольные концерты в Малом зале, где гениальная, просто великолепная акустика. Зал небольшой, на 450 мест, но играть там просто неимоверное удовольствие получать и дарить зрителям вот все краски, которые можно извлечь из скрипки.
Это не зря ее называют царицей музыки. Вот. Но в этом году второй раз опять форум отменили. Из-за ситуации, которая в Москве, в Питере сложилась. Но я это предусматриваю все время. И наш концерт не только по программе форума, но и по программе абонемента Санкт-Петербургской филармонии. А концерт не отменили. И вот по программе абонемента у нас будет концерт 13 числа, правда, без зарубежных гостей, которых много и всегда аншлаги на наши концерты. Но, тем не менее, программу нужно обыграть. Вот это осенний калейдоскоп, который мы представим в Питере, который мы представим затем в Ярославле. Это, там тоже, почему мы с ними дружим, уже 9-й раз поедем, 9-й год, потому что там тоже выступать зал акустический ждет нас. И просто вот такое ощущение, что мы приезжаем, и он радуется, что мы приехали, что можно озвучить нас. И это передается зрителям. Понимаете, вот это все. И зритель просто в восторге. Приезжайте еще раз, уже билетов нет на наш концерт. Потом концерт в Рыбинске и в Москве. И вот такое наше турне. Да. Да, вот мы едем. Небольшое турне обычно у нас, если мы начинаем турне, это я планирую осуществить в следующем году, в год столетия республики. СССР. Да. Это 9 лет назад, когда был очередной юбилей республики, мы совершили турне, 42 концерта, начиная с Петербурга, все регионы, и закончили во Владивостоке. Прям с запада на восток такой путь. Да. Станислав Максимович, благодарим вас за то, что пришли к нам этим утром. Что ж, пользуясь случаем, приглашаем и наших телезрителей 1 ноября присоединиться к... Можно еще буквально... К вечеру прекрасной музыки. Ну, поскольку я здесь и смотрят наши товарищи, я хочу помахать ручкой и передать привет художественному руководителю нашего ансамбля, заслуженной артистки Российской Федерации, заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Ларисе Габышевой, нашему концертмейстеру, заслуженной артистки Республики Саха Надежде Петровой и нашим участникам всего конкурса, всего ансамбля и Высшей школе музыки. Привет! Привет! Успехов! Также машем. Станислав Максимович, спасибо вам. Спасибо. Да. Ну а мы от профессиональных музыкантов перейдем уже к музыкантам, к людям, которые с музыкой все равно связаны и выступают под эту музыку. Завтра в России отмечается День тренера. Наша республика по праву называется спортивной, так как у нас развиваются различные виды спорта, от бокса до вольной борьбы. От бокса с вольной борьбой, я бы сказал, и до шорт-трека с художественной гимнастикой. Кстати, вот о последней нам расскажут корреспонденты наши в следующем сюжете. Каждое движение отточено до сантиметра, до 1 секунды. Несколько человек работают как единый организм. Все это, можно сказать, о девочках, которые занимаются художественной гимнастикой. В зале за моей спиной тренируется сборная республики по художественной гимнастике. Пойдемте посмотрим, как это у них происходит. На сегодняшний день в республике более 1000 человек занимается этим красивым, но невероятно сложным видом спорта. Судите сами, групповое выступление гимнасток длится всего 2,5 минуты. Но чтобы оно прошло без помарок, девочки прогоняют его вновь и вновь десятки, а то и сотни раз. И, конечно же, все это делается под чутким руководством тренера. Одна из них – Татьяна Шишигина. С 1994 года она тренирует гимнасток, а с прошлого года стала наставницей сборной республики. У нас сборная занимается 2 раза в день, по 4 часа. У них тренировки 8 часов. Это полный рабочий день. Можно сказать, что это профессиональные уже спортсменки. Большую часть времени своей жизни проводят в зале на тренировках, потому что это не только отрабатывать, собственно, программу, где нужно и бросить, и поймать всем 5 гимнасткам все вместе. Но это должно быть еще и технически правильно, и достаточно амплитудно, чтобы это было, и хореография. Любой вплоть до кончиков пальцев, каждое движение должно быть выверено. Это действительно очень кропотливый и очень тяжелый труд. Дария Махначевская занимается художественной гимнастикой уже 6 лет. Является членом сборной республики. К строгости тренеров относятся с пониманием, ведь они делают одно общее дело.
Ну, наши тренера, мы тренируемся каждый день с понедельника по субботу. Но иногда мы доводим тренера, но в основное время они очень добрые и понимающие. Они все наши недостатки нам прощают, они нас делают лучше, они нас любят, и мы их тоже, потому что они нам как родная мама. И тренера отвечают воспитанникам взаимностью. Для любого тренера нет лучшей награды, чем успех подопечного, завоевание медалей или присвоение очередного спортивного разряда. А называют они своих воспитанниц не иначе, как «мои девочки». Я добрый тренер, но требовательный тренер. Мои девочки недавно выполнили первый разряд в составе групповой команды. Некоторые мои ученицы состоят в сборной Республики Саха-Якутия. Наша сборная республики заняла первое место среди всех регионов Дальнего Востока в 2019 году. Сейчас сборная республики готовится к первенству Дальнего Востока, которое пройдет в январе. Желаем всем спортсменам удачи, ждем их с медалями, а тренерам скажем спасибо за воспитание чемпионов. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Доброе утро! В Национальном художественном музее продолжается выставка, персональная выставка Марианны Лукиной. Экспозиция включает живописные полотна и графические композиции, созданные художником в разные годы творческой деятельности. И сегодня мы познакомимся с натюрмортом под названием «Прекрасный как золото». Паша, как ты думаешь, о чем речь? О чем картина? О чем-то красивом, но явно не драгоценном, но тем не менее вот визуально схожим с драгоценностью. Ну вот обо всем об этом нам расскажет наш музейный гид. Марианна Михайловна Лукина, вдумчивый живописец, художник-философ, автор, который очень любит писать натюрморты, особенно старинные предметы, полагая, что в них живет полная гармония. И предметы на ее полотне – это воплощение духовного богатства народа. Вся ее палитра живописная, она сродни с палитрой голландцев. Она с ювелирной точностью передает предметы материального мира. Пристально взглянем на совершенство форм старинной якутской утвари, которая, живая под кистью художника, воспринимается своеобразным символом народной жизни. Мягко льющийся свет дает возможность в мельчайших подробностях рассмотреть изделия, резные, деревянные и шитые берестяные предметы. Натюрморт ли это? Или реальные предметы, помещенные в пространство, ограниченное рамой картины? Художница словно наслаждается цветом, фактурой каждого предмета, настолько осязаемо и жизненно они выглядят на живописной поверхности холста. Большой профессионализм художница отмечает не только коллеги по творчеству, но и восхищение перед картиной стоят все, от мала до велика. Что ж, на этом наш эфир подходит к концу. В начале эфира объявляли мы о розыгрыше, к нему мы еще вернемся. Прямо сейчас хочется зачитать поздравления с днем рождения. С 18-летием поздравляют любимую дочку Викторию Сивцеву. Пусть жизнь ведет себя красивой, тебя красивой и ровной дорогой. Пусть тебе всегда улыбается удача, прекрасное сердце. Пусть всегда будет наполнено гармонией, любовью и теплом. Будь счастлива, здорова, следуй за своей мечтой, никогда не сомневайся в своих решениях. А мы тебя всегда поможем тебе и поддержим. С днем твоего рождения, твоя семья. Вот такое замечательное поздравление. Что касается правильных ответов, их вообще не поступило, поэтому мы решили К сожалению, наши телезрители невнимательны, поэтому всем именинникам сегодняшнего дня, которых поздравляли, которые нам написали сегодня на наш WhatsApp номер, мы дарим билеты на цирковое и с вами представление. свяжемся. А на этом хорошего дня вам.